Добрый день, меня зовут Кукумбаева Замира. Я являюсь студенткой Назарбаев университета. В рамках дисциплины Leadership студенты должны подготовить проект, направленный на решение одной из социальных проблем. Наряду с Жумабек Жубек, Нургалиевой Тамирис, а также Орнбай Асем, я являюсь членом команды The Homats. Целью нашей работы является предотвращение оттока молодежи за границу, ведь молодые люди — это настоящее будущее нашей страны. Через серию различных мероприятий и видеопроектов мы стремимся показать, что Казахстан обладает богатой историей, уникальным культурным наследием и реальными возможностями для самореализации. В начале нашей работы мы провели исследование методом качественного анализа, опросив студентов Назарбаев университета, а также других вузов для более широкого взгляда на проблему. Детальные результаты мы опубликуем немного позже в наших социальных сетях. Однако уже сейчас можно отметить, что одной из главных причин переезда является страх отсутствия условий для реализации потенциала и построения успешной карьеры. В сегодняшнем интервью мы хотим доказать вам обратное. Сегодня у нас в гостях заслуженный деятель Республики Казахстан, советский и казахстанский киноактер Жан Байжанбаев. Встречайте. И мы были первыми студентами, которые обучаются в театральном институте. Вас, может быть, как-то именно склонили к выбору такой профессии? Меня склонили. Почему-то считают, что лечить человека нужно закончить институт. А в актерской ничего не надо учиться. Пришел, там хорошее количко имеешь и снимаешься. Нет, дорогие, это не так. Принесла вам больше всего популярности? Ну, это рэкетир был. Безусловно, это был рэкетир. А казахское кино к тому времени насчитывало уже 50-летие еще. Кинематограф Казахстана. Как вы думаете, какие есть перспективы на дальнейшее развитие? И вот наши сейчас завоевывают места и в спорте. Да. И в спорте, я не знаю, и в искусстве, и кино. Совет для молодежи, которые только строят свой путь в любой из отраслей. Уважайте людей, уважайте своих коллег, уважайте тех людей, которые находятся рядом с вами. Сегодня у нас в гостях заслуженный деятель Республики Казахстан, советский и казахстанский киноактер Жан Байжанбаев. Встречайте. Здравствуйте, Жан. Здравствуйте, Замир. Спасибо большое вам за то, что вы нашли время и возможность присоединиться сегодня к записи нашего подкаста. Я надеюсь, сегодняшний наш разговор будет таким, может быть, мотивацией и даст поверить ребятам, молодым людям в то, что возможно самореализоваться в Казахстане. Во-первых, я хотел сказать, Замир, спасибо вам большое, что пригласили. Потом, второе, извиниться за свой голос, за свой, скажем так, прононс французский такой, да. К сожалению, сейчас зима, ходит вирус, поэтому получился самые слабые уязвимые места цепляют, к сожалению, вот мой голос. Конечно. Просил, но я думаю, что ладно, от этого тема наша не изменится. Да, мы понимаем. Я думаю, я выскажу тоже свои темы по этому поводу. Спасибо большое. Давайте, наверное, начнем с самого вашего детства. Я думаю, что все главные черты человека, все главные ценности формируются именно в ранние годы. Каким было ваше детство и есть ли любимые воспоминания, которые особенно дорого вашему сердцу? Так, я еще должен сказать вообще по сценарию. Мое дело было делаться, было счастливое. Да? Нет, ну детство как детство было в любом случае, конечно же. Любящая мама, любящий папа, братья. Ну, от того, что просто в нашей семье, как бы династии Байжанбаевых, у меня мама заканчивала и театральное училище, потом, правда, она стала не театральщиком. Моя тетя была заведующей труппы Тюза 40 лет. Мои братья двоюродные работали на радио, на Госрадио. Отец мой тоже работал на радио. Дядя мой работал в театре. У нас вот семейно такое. Поэтому, творческая семья. Творческая семья. И поэтому получилось так, что мне ничего иного не оставалось, как пойти в театральный институт. Благо в тот год, когда я закончил школу, открылся наш Алматинский государственный театрально-художественный институт имени Жургенова. Тогда он назывался АГТХИ. Сейчас называется Академия искусств, называется Жургенова. Тогда это был маленький институт, всего лишь насчитывал 80 человек. Вместе с техническим персоналом, и с преподавательским, со студентами. Потому что раньше театрального института не было в Казахстане, и был театральный факультет при консерватории. Да. И то, что артисты заканчивали, и режиссеры, это они заканчивали при консерватории. У них был диплом консерватории. А в том году, когда я закончил школу, открылся именно театральный художественный институт. И мы были первыми студентами, которые обучаются в театральном институте. Очень здорово. Вот у меня даже 13-й студенческий билет был номер. Даже так помните? Да, конечно, помню, 13-й. Вообще, следующий вопрос я планировала задать именно про то, был ли это ваш выбор, именно актерская профессия или нет, либо вас, может быть, как-то именно склонили к выбору такой профессии? Меня склонили. Дело в том, что
как показывает практика, многие артисты, ну не знаю, может 60-70%, не отдают своих детей в артисты. Потому что это очень тяжелый, жесткий, порой жестокий хлеб. У артистов же работа как? Сегодня есть работа, завтра нету. То есть сегодня густо, завтра пусто. Или наоборот. Нет стабильности. Конечно, стабильности нету совершенно. Поэтому я говорю, ребят, не идите в артисты, идите вон в инженера, в банкиры, там постоянно работа. Каждый день на работу ходить нужно будет. У нас в этом отношении свободный график, конечно, то, что хорошо. Но дело в том, что бывает так, что ты востребован, бываешь одновременно, снимаешься где-то в 3-4 проектах снимаешь, а бывает такое, что у тебя простой, бывает до полугода. И те деньги, которые ты заработал, поэтому все считают, ой, артисты богатые. Нет, 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 поверьте мне, это неправда. Есть, конечно, богатые, ну, как бы так, самодостаточные артисты, но в большинстве своем это обычные люди. Дело в том, что у них очень действительно тяжелый хлеб, потому что мы работаем на площадке по 17-18 часов. Да. У нас не 9-часовой рабочий день. И поэтому бывает так, что ты встаешь уже в 4 часа утра, в 5 часов, 6 часов тебя забирают на съемочную площадку, грим туда-сюда, мотор в 8 часов утра. И бывает так, что мы снимаемся с 8 утра до 12, до часу ночи. Ничего себе. То есть это по 17-18 часов. Поэтому, естественно, многие артисты не хотели бы, чтобы... У меня 2 дочери, но ни одна из них не пошла в актрисы. И я не хотел этого совершенно, потому что действительно, особенно трудный хлеб у девушек. А мужчины как бы так еще до старости снимаются, да. А девушки, вот, когда им 18-19, это не снимается, потом наступает там 25-летие, они уже играют, приходит другой статус, в статус мам, когда нужно играть уже мам. Да. Они этого, естественно, не хотят. А там на подступах уже другие девочки, которые исполняются 18-19 лет, другие героини рождаются. Потом им переходит играть уже бабушек, тетушек, и этого они тоже не хотят. Конечно, очень болезненно переносится, поэтому, конечно же, актерский хлеб, он не такой уж прям сладкий, такой приторный. Нет, 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 он бывает горький. Поэтому, да, и то, что мои родители не хотели, чтобы я стал артистом. Да? Нет, они были против. Это был ваш выбор, получается? Это был выбор мой, да. Как-то так, может быть, тщеславие какое-то, может, какое-то честолюбие, наверное. Все-таки артистов же было мало. А вы знаете, Замира, что у нас в Казахстане еще, скажем так, ну, в 90-х годах, даже в 80-х годах, еще в Советском Союзе, у нас было киноактеров в Казахстане всего лишь 20 человек. Да? Да. Действительно. Сейчас откроешь Инстаграм, и там все киноактрисы, киноактеры, хотя образование, конечно, нет своего специального, но они киноактрисы. Мы киноактеры, потому что мы киноактеры киностудии «Казахфильм». Есть такая штучка, называется трудовая книжка. Она у всех находится, кто работает. И вот моя трудовая книжка всю жизнь лежала на киностудии «Казахфильм», где было написано «Киноактер киностудии «Казахфильм», Госкино СССР». Мы подчинялись Госкино СССР. И поэтому у нас всего лишь было 20 человек. Очень редкая профессия. И были актеры, которые театральные артисты. Если взять Алмату, это театр Ауэзова, ТЮЗ, театр Лермонтова, немецкий театр, уйгурский театр, корейский театр. Это театральные актеры. А мы киноактеров, именно у нас только 20 человек было. То есть вы, получается, застали именно период развития только, может быть, этого, ну, такого творческого направления? Нет, не период развития. Казахское кино к тому времени насчитывало уже 50-летие, еще со времен фильма Елюбая Музакова, когда играл главную роль, Амангельды фильм. Это 30-е годы еще. Но артистов все равно было еще не так много. Нет, артистов было не так много, потому что снималось кино очень мало. Мы же снимали на кинопленке. Кинопленка это очень дорого. Да. Видео не было совершенно. На кинопленке, конечно, совсем другое разрешение и как бы. И дело в том, что когда снимаешь на кинопленке, это очень долгий процесс. Да, и сейчас съемочный период занимает где-то 17, 18, 20, 25 дней, то съемочный процесс, когда снимаешь на кинопленке, насчитывает 2,5-3 месяца. И ты не видишь результата, что ты сыграл, пока пленка не проявится. Да. Это сейчас сел за плейбэк и наблюдаешь, так это не то, что-то не то, давайте переснимем, ребят, давайте все на видео, что там раз стера все полностью, флешку поставил и все. А это был очень такой кропотливый процесс, поэтому мы очень долго репетировали, и сделали всего лишь только 1 дубль. И это было поэтому, что многие говорят, когда смотрят фильмы, те советские фильмы, и в Голливуде снимали тоже на кинопленке, и все говорят, как артисты играли, они не то что играли, они жили в кадре, потому что действительно репетиция – это очень важный аспект вообще в работе актеров. А сейчас, конечно, все быстро.
Время – деньги, время – деньги. Тогда было кино режиссерское, сейчас оно более продюсерское кино. То есть кто платит деньги, тот и командует. Поэтому, конечно же, сейчас сейчас немного всего быстро. А потом сейчас в Казахстане у нас снимается до 70-80 картин в год. А раньше мы снимали всего лишь 5-4 картины в год. Ничего себе. И если в Советском Союзе было 15-16 студий, ну, сколько республик, 15 республик уже было, Узбекфильм, Киргизфильм, Литовская, Рижская киностудия, там, Ленфильм был, Украинская киностудия, Белорусская, было 15 студий, плюс еще, в смысле, Ленинградская студия, Ленфильм была. Где-то было 16-17 студий всего лишь. И снимали порядка где-то, ну, может быть, больше 100 картин в год, весь Советский Союз. То есть сейчас только один Казахстан снимает 70-80 картин в год снимает. То есть все на видео снимается, поэтому все быстрее, конечно. Эта сфера очень развивается, мне кажется, в последнее. Очень быстро развивается. Учитывая все сложности, которые вам и другим, может быть, актерам пришлось превзойти, поменяли ли вы бы свою профессию, если бы вам дали такой выбор? Вы знаете, у меня после окончания института вообще был выбор. Я бы сейчас, может быть, перед вами сидел бы сейчас банкир крупнейший, или, может, какой-то аким города сидел бы, или, может быть, еще кто-то в министерстве работал. Потому что я же говорю, что мои родители не хотели, чтобы я стал артистом. Они знают, что такая профессия, знают, что такая профессия очень сложная. И поэтому не желали своему ребенку сложностей в жизни. И поэтому, естественно, раньше все бредили партийной карьерой. Вступить в партию, в коммунистическую. Тогда вот карьера открытая, об этом все знают. Через партию все многие делали же карьеру большую, они там в исполкоме работали, в исполкоме работали. И поэтому, естественно, меня отдали в ЦК комсомола, я сразу же, минуя райком комсомола, горком комсомола, попал в ЦК комсомола после окончания, получив диплом. И раньше вообще в Советском Союзе была такая это очень удобная вещь. Когда студенты заканчивали институт, то они сами не искали себе работу. Было распределение государственное. Если кто-то приехал из Шымкента, приехал из Тараза, или Жамбула, как называлось, Караганды, то, закончив театральный институт, отправляли его в театр, Карагандинский театр, там, Шымкентский, то есть в родные края. Кого-то, конечно, оставляли здесь, в Алмате, театр Ауэзова, ТЮЗ, благо были. А мы так с моим другом Саги Ашимовым, к сожалению, ушедшим, сына Саги Ашимова, это мой однокурсник, мой друг, мы с ним снимались в кино. И по окончании института мы уже на тот момент снялись где-то в 6-7 картинах в главных ролях. А я еще раз напоминаю, что был очень долгий процесс. От начала съемок и до выхода на премьеру приходил год. И мы снялись в 6-7 картинах в главных ролях с Агишкой. И сразу после окончания у нас было приглашение и направление на киностудию «Казахфильм», 2 всего лишь, в качестве киноактеров. Конечно, мы обрадовались. Знаешь, название киноактер. Да. Девушки ходят, а ты кто киноактер? Конечно, это было вообще. Это сейчас много типа киноактеров. Тогда было мало, и, конечно же, было очень престижно. Но дело в том, что если родители не повлияли на мой выбор в плане института, все-таки я настоял на своем, поступил в театральный институт, то после окончания все-таки не решили, диплом у тебя есть, ладно, 8 поснимался, все, пора менять тебе эту профессию, давай. Попробовал, иди в партию, иди делай карьеру по партийной линии. И я пошел в ЦК комсомол, то есть меня там уже устроили, в ЦК комсомола, уже все заполнил полностью. А у меня же было направление на киностудию «Казахфильм». Да. И я сидел, думал, и они уже все нормально, все. Там нужно было делать выбор. Да. Там как-то меня устроили в ЦК комсомола. И все-таки я не пошел, заполнил там все, и больше не ходил никуда, ни на киностудию, ни туда. И все это время мы, скажем так, праздновали наше окончание института. А потом все-таки пошел на киностудию, потому что Агишка пошел на киностудию, и он говорит, смотри, мне уже дали удостоверение, киноактер киностудии «Казахфильм». Еще герб был СССР, это же система СССР была же. Я посмотрел, говорю, вот, нет, все-таки пойду на киностудию. Пришел на киностудию, а директор киностудии, с историей был Сламбек Тугабылович Таукелов, наш бессменный, где-то около 25 лет он был директором киностудии. Он говорит, ты где пропадал уже, диплом получил, где ты был? Я говорю, да я уезжал, я не буду играть, что я метался туда-сюда, выбирал. Хитрый такой я был, оказывается. Такой. Пришел на киностудию, а вечером звоню маме, говорю,
Алло, мама, ты знаешь, кто с тобой? Она говорит, кто? Я говорю, киноактер, киностудия. Говорю, как началось, это как же я в трубку положил, и все. Скандал, короче, был большой. Ну, родители очень плохо, да, относились к Ну вашим да, на тот выборам? момент мама осталась одна, да, конечно, она расстроилась, что я стал киноактером. Потому что она знает о трудностях этих, же, ну, приоритетнее было делать партийную карьеру. Получилось так, что я стал киноактером. Ну, Но получается, пока об этом я не жалею. на ваш выбор повлиял ваш друг, получается. Да, не то, что на мой выбор, просто он когда получил уже, нас двоих же брали на киностудию, и он уже где-то до несколько дней раньше меня пришел, то есть метания не было у него, он взял, пришел, и все, в бухгалтерии все полностью подписали, отдел кадров, все, выдали ему это, же. А я несколько дней позже пришел. Конечно, это так немножко там повлияло, думаю, он киноактер. Ну вот я пришел так на киностудию. Ну, пока об этом нисколько не жили. Были моменты, конечно, в 90-х годах, когда работы не было у киноактеров. На тот момент, если бы я был бы каким-то там банкиром, конечно, было бы легче жить мне. Да? Да, но после комсомола можно было банкиром, может быть, честно, при развале Советского Союза. Было, конечно, сожаление о том, что да, вот сейчас бы это, если бы я не был бы артист, но потому что нас просто окунули вот так вот, как кипящую воду. Мы только закончили институт, только несколько лет успели сделать карьеру в кино, и нас, и все, выключилось. И как бы так, мы сильнее всего пострадали. Более молодые люди, которые, ну, моложе нас, лет на 10, они как бы только закончили институт, и уже влились уже в капиталистические реалии, скажем так, уже все. И как бы так привыкли. А мы только начинаем. Кто позже закончил, на 10 лет старше нас, они уже имели свои профессии, работу имели, что-то такое, там дальше как-то так. А мы вот только начали, и все кончилось. Поэтому было очень сложно, нашему поколению очень Во время тяжело. изменений. Да, мы попали прямо именно вот в эти изменения. Не успев, скажем так, окрепнуть, сознание-то осталось еще социалистическое, у нас же правильно такое. Да. И вдруг нас вот так вот, получилось такое очень сложно. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Такое есть антивыражение, так что вот так вот. Но в любом случае вы не жалеете о своем выборе. Да, я не жалею. Сейчас как бы так, сейчас как-то я, ну, скажем, достаточно известный человек среди киноактеров в Казахстане. Конечно, говоришь же, полжизни работаешь на свое имя, потом имя работает на тебя. Ну да. В принципе, это сейчас случается, да, конечно же, меня уважают. Куда я прихожу, с уважением относятся. О, Жан, Жаке, туда-сюда, там, так. Я чувствую уважение ко мне, и это, конечно же, очень приятно. Конечно, если бы это уважение было бы лет 30 назад, еще было бы приятнее. Но пока так. Ну, я не считаю себя пожилым человеком, так что нормально в этом отношении. Раз мы затронули тему начала вашей карьеры, давайте вспомним, был какой-нибудь человек, актер, артист, может быть, кто-то из родственников, кто особенно вас вдохновлял? Для вас был примером, может быть? Ну, вы знаете, я не сотвори себе кумира, скажем так, да. Для меня, конечно, были наши актеры, которыми я работал. Вот недавно вышел ТикТок, там фильм мой первый «Щит города», где играл Анвар Молдобеков, народный артист Казахстана, Фарида Шарипова, народный артист СССР. Это замечательные актеры. У наших в Казахстане были замечательные актеры. Асанли Ашимов, который был моим преподавателем, к сожалению, недавно ушедший. Эдес Нагайбаев. Ну, огромное количество актеров, которые были рядом со мной. Амина Апай, Амина Умурзакова. Помните «Ангел Тибетейки», который говорит «маму»? Да. Ангел, да, вот это Амина Апай, замечательная актриса, замечательный человек, который первой поздравила меня. Когда я получил звание «Заслуженный деятель», это звание народного артиста Казахстана, просто его взяли в тот момент, заменили заслуженного деятеля. Не заслуженный артист, заслуженный деятель. Это сопоставим народный артист Казахстана. Она мне первой позвонила по телефону, поздравила меня с этим званием, и мне было очень приятно. Со мной работали замечательные коллеги, актеры старшего поколения, Нуржиман Ахтамбаев, Димаш Ахимов, и мои товарищи, которые вот мы по сей дружим, это Жанна Куанышева, Гульнара Тусматова, Венера Нигматуллина, замечательные Байкал Бельбаев. И многие из них закончили московские институты, закончили в ГИК, Бабочкин. Борис Бабочкин – это тот легендарный человек, который играл роль Чапаева. Слышали, Чапаев кто такой? Да. Герой гражданской войны, да, с такими усами был Чапаев, Василий Иванович Чапаев. Вот Борис Бабочкин играл в этом фильме главную роль Чапаева. И вот он набирал курс
в Авгике. И вот наши казахстанские студенты закончили именно, и выходцы с этого потока, с этого выпуска, как раз и были ядром актерского отдела киностудии «Казахфильм». То есть они получили образование В Москве, в да, Авгике, да? и вернулись на родину. Да, вернулись на родину, потому что прям вот их набрали полностью казахскую группу. Раньше были такие акции, когда даже с Киргизии набирали, полностью киргизов одна группа набирали, полностью Казахстана. Вот с Казахстана как раз были вот наши студенты были. А там же студенты бывают же в Авгике, бывают и в ГИТИСе. Не то, что там, как на потоках медицинского института, юридического факультета, там где-то еще, где там по 100, по 200 человек. На актерство набирается всего лишь 12-24 человека набирает все. Небольшая группа, Конечно, получается. да. А как там, куда их денешь потом, если будешь набирать по 200 человек? Получается, вы развивались именно в этой карьере, когда были окружены такими людьми талантливыми, и для вас именно мотивацией служили именно, может быть, ваши друзья и коллеги, да? Ну, не то, что друзья, мои коллеги старшие. Потому что, естественно, мы видели их мастерство. Я же говорю, что когда снимали на кинопленке, потому что я говорю, каждому кадру предшествовала очень большая репетиция, очень долгая репетиция. Подготовка. Да, подготовка. Поэтому действительно, так многие говорят, что смотрите, я так смотрю иногда, я даже смотрю на себя иногда, когда играл в советском кино, и именно когда снимали на кинопленке. Почему на кинопленке? Я говорю, то, что мы долго-долго репетировали. Долго, часа 2-3 репетируем одну сцену, вплоть до взгляда, вплоть до слова, вплоть до поворота головы. Вот это все мы оттачивали. А потом всего лишь только один единственный дубль, мотор, 321 дубль 1, и снимать только один дубль. Все. И ты в этом дубле должен выложиться до конца. Да. Потому что второго шанса не будет. Одна попытка. Это сейчас вот там взяли, там снимают раз, они почувствуют, потом, и там 20-50 дублей бывает, там одно и то же там это делаешь. А здесь не было такой возможности. И все. И максимум, когда ты чувствуешь, что ты не то сделал, и прям упрашиваешь, пожалуйста, сделайте, можно еще второй дубль. Нет, Жан, это дорого, пленка очень дорога. Нормально все было. Я говорю, нет, я там в том моменте не туда посмотрел, ничего сказал. И это не выпрашивать. Ну ладно, пусть давайте. Актерский дубль, давайте по просьбе актера. Не второй дубль снимать, максимум 2 дубля, все, больше ничего. Ответственность была очень большая. И поэтому, естественно, играли люди так, и поэтому все удивляются, ну люди, они не играют, они живут в кадре. И я удивительно, даже я смотрю на свои работы тех лет, я думаю, такое ощущение, как будто я раньше был талантливее, чем сейчас, наверное, Бог его знает как-то. Ну, просто, наверное, было больше подготовки, поэтому да, так кажется. И отношение было такое, более такое ответственное, наверное. Просто не гнали, сейчас же гонят, все быстренько же это все. Быстрее снимешь, быстрее деньги отобьешь, и быстрее вернешь деньги. И сейчас же инвесторы бывают, которые платят деньги, правильно? Они хотят получить прибыль, и поэтому, естественно, ты как-то быстро. А раньше были деньги государственные, и ты снимал, не торопясь, с расстановкой, четко, все полностью в этом отношении. И сейчас, когда снимается государственное кино на киностудии «Казахфильм», тоже так, в принципе, тоже хорошие сроки бывают, это в любом случае. То есть сейчас именно в «Казахфильме» такая же очень хорошее качество записей и проекты. Актеры играют хорошо, потому что действительно, когда гонки, когда не бывает гонки во время съемочного периода, все-таки съемочный период это самое главное в производстве фильма. Я понимаю, у нас есть там период озвучания, тренировки, там все полностью, написание музыки, написание сценария, подготовка, постпродакшн, потом это все. Но дело в том, что на экране же главный кто? Актер. Режиссера можно заменить, оператора можно заменить, звукооператора заменить, гримера заменить, костюмера заменить. Артиста ты не заменишь никем. Если артист заболел, и не дай бог, конечно же, ушел, ты его не заменишь. И здесь получается крах. Поэтому самое важное лицо все-таки в кино – это актер. Режиссер, конечно, это очень важно. Но люди видят не режиссера, они видят актера, видят. Это лицо кино. Поэтому, конечно же, ответственность очень большая. И получается, при записи в «Казахфильме» даже сейчас тратится немного больше времени, чем в других, может быть, продакшенах, да? Нет, но дело в том, что потому что другие продакшены даже коммерческие все, правильно же? Да. Коммерческие. Они существуют на частные деньги. Поэтому, конечно же, там, я опять же говорю, время, деньги, быстрее, да. И там же есть инвесторы, которые дают деньги. И ты должен эти деньги вернуть, хочешь, не хочешь, ты, значит, должен хороший продукт снять. Бывает такое, когда деньги возвращают, но бывает так, что фильмы проваливаются
впрочем, как и в Голливуде, как и во Франции, как и в Италии, как в любой европейской стране, везде там. Картин же очень много снимается, но окупается же очень мало картин. И благодаря тем блокбастерам, скажем так, даже если взять в Америку, уже можно снимать какие-то другие фильмы, более такие, скажем так, как называется же авторское кино, фестивальное кино. Окупается очень мало картин, ну, в принципе, как и во всей киноиндустрии. Поэтому, естественно, когда нету гонки, более спокойно снимаешь, тогда да. Так, давайте, наверное, немного вернемся к вашему обучению. Сколько лет вообще вы получали свое профессиональное обучение? Обычно в театральных вузах обучается 4 года. Это в медицинских вузах обучается. Там 7 лет, 8 лет обучается, а еще больше обучается. Да. В театральных вузах 4 года. Конечно, наверное, эти 4 года дали вам очень много навыков в профессиональном плане, но как повлияло это обучение на вас как на личность? На меня как на личность? Ну, я, может быть, стал, во-первых, актерская профессия подразумевает не то, что как наличие таланта, наличие способностей. Это дисциплина. Вот я не знаю, дисциплина – это вся основа основ. Вот иногда я сейчас наблюдаю, так иногда за людьми более младшего поколения, скажем так, которые находятся в кино, приходят неподготовленные, опаздывают. А это такое неуважение. Вот сейчас даже иногда, когда мы где-то вызывают на какое-то ток-шоу, там это где-то участвовать, и на съемке, и когда они удивляются, ты приходишь, что сказали, что в 8 часов он должен быть на площадке. Ты в 8 часов, даже половина 8 находится на площадке. А бывает, молодняк приходит там в 9 часов, полдесятого, ой, пробки там, туда-сюда. Это неуважительная причина. Это неуважительная причина. Если пробки, пожалуйста, выезжай в 6 утра, выезжай в 5 утра, выезжай в 4 утра, в 4 утра пробок нет. Ты должен, потому что кино – это коллективное искусство. А на съемочной площадке присутствует от 40 до 60, 70, до 100 человек съемочной площадки. И представь себе, вот эти 100 человек будут ждать тебя одного. Да. Это просто неуважение. Я всегда говорю, ребята, самое главное в актерской профессии – это дисциплина. Ну, а если брать навыки актерские, конечно, это внимание, память хорошая. Внимание, потому что нас еще, будучи студентами, у нас были этюды, нас заставляли ходить в зоопарк, в парк, наблюдать за людьми, что, какие у него привычки, что он делает. И все это откладывать, был такой сундучок в голове, говорит, вот здесь должен быть. Ты все это откладываешь, свои слова. А в какой-то удобный момент, когда тебе это понадобится, ты вспоминаешь, заходишь в этот сундучок, достаешь тот случай, который ты когда-то видел, и вытаскиваешь и вспоминаешь более подробно, его где-то в кино уже можешь применить. Характер чей-то человеческий, когда какие-то жесты, жестикуляция, это интересно, повадки животных, там что-то такое. Вот это все полностью это обучает внимание, и этому во всем обучают в институте. Сейчас есть актерские, конечно, курсы, но все-таки актерские курсы идут 2-3 месяца, в институте мы обучаемся 4 года. Насколько сложно было обучаться вообще? Знаешь, было просто интересно. У нас же тоже в театральном вузе такого нету, чтобы вот ты должен прийти, например, как вот у вас пары идут на журналистике, там в юридическом институте, в экономическом институте, политехе, там 6 пар, или там 2 пары, 5 пар. У нас же нет такого. У нас пары, естественно, есть же там. Раньше была история кино, туда-сюда, история театра, история мирового театра, история мирового кино. Раньше еще было там, это, скажи, история Советского Союза, то есть проходила, что там история Казахстана. Это пары, понятно, но мастерство актера, оно бывало там 2, 3, 4 пары, а потом ты закончил, например, преподаватель должен уходить же, мастер твой, но ты репетируешь. Каждый класс оборудован фортепиано, сцена в каждом классе у нас. У нас такая обстановка, не то, что сидишь там, это где парта находится, это аудитория, ты ходишь, где там обучаешься вот этим предметом. А творческие, у нас наша рабочая площадка, наш класс, это большой класс, где находится сцена, и фортепиано стоит. И вот там мы репетируем, потому что преподавателя нет, а мы репетируем сцену. Ты же должен репетировать же, правильно? Он тебе дал задание, поработал с тобой, и потом дальше ты сам репетируешь. И поэтому мы засиживались в институте до 10, до 11 часов вечера совершенно. Мы там и ночевали, благо нас никто не выгонял. Но у нас творческие вузы, там как-то более отношение такое, более такое лояльное, что ли, демократичное отношение. Это не то, что где-то вузы там строго туда-сюда. Мы же творцы, с нами нельзя строго слишком. Поэтому вам было очень интересно, и, может быть, поэтому не так сложно, да, обучаться? Нет, сложно всегда обучение. Да. Почему-то все считают, что актерское искусство это такая, пришел там, это скажешь. А я скажу, тяжелая неказистая жизнь казахского артиста.
раньше говорили, тяжелая неказистая жизнь казахская, жизнь советского артиста. Почему-то считают, что лечить человека нужно окончить институт, там что-то, понимать, что-то там, создать какой-то станок, там, не знаю, вот ту же самую камеру, это нужно учиться. А в актерской ничего не надо учиться. Пришел, там хорошее количество имеешь и снимаешься. Нет, дорогие, это не так. Все-таки нужно будет там очень много всевозможных качеств нужно обладать качествами. Сложности были, очень, очень большие сложности были, когда сцена не получается. Когда тебе дают роль в спектакле, ну, которую ты, может быть, и не хотел бы играть, ну, сказали, нет, ты должен ее играть. Ты играешь ее, а у тебя душа не лежит, ты приходишь, докажешь. И бывает, что какие-то роли бывают сложные, психологические роли, когда ты не можешь вытащить это полностью. И преподаватель тебя ругает. У нас жесткое обучение в институте. Преподаватели могут так назвать тебя. На всю жизнь тебе отложат это слово. Я не буду называть, потому что это непечатные слова. Да. В творческих вузах очень так бывает. Но при этом преподаватель, когда получается хорошо, он тебя похвалит, и обнимет, и поцелует тебя. Вот такие у нас понебратские отношения, скажем так, бывают. В хорошем смысле слова. Обучение всегда было очень сложное, очень сложное. Когда получается результат, то, конечно же, ты сидишь и сияешь, и радуешься. И преподаватель за тебя радуется. Но для того, чтобы он радовался, нужно очень много слез пролить. После такого важного этапа у вас начался, наверное, такой этап более сложный в каком-то плане, вот именно построение карьеры, начальные, самые первые съемки. Какая была ваша первая съемка и какой опыт она вам принесла? Какой первый фильм был, да? Да. Ну вот сейчас вот ТикТок сейчас ходит, буквально недавно, «Щит города» фильм, где мою маму играла народная артистка СССР Фарида Шарипова, отца Анура Малтыбеков, народный артист Казахстана. Это был первый опыт, это была вторая роль. То есть главные роли, есть вторые роли, есть эпизодические роли, есть групповка, массовка. Это моя вторая роль, такая заметная роль. Очень много артистов с Москвы были. Это совместный фильм был, Мосфильм и Казахфильм. А режиссер, кстати, был московский фильм. Из Москвы режиссер был. А первая моя главная роль — это «Невеста для брата», мой любимый фильм. Кстати, ТикТок в прошлом году тут выписал, прям вообще и люди смотрят. Ой, какой фильм, почему мы не видели, все почему не видели. Это такая замечательная картина, очень замечательная музыка Тлескар Жгалиев, замечательный режиссер Булат Шманов, замечательная сценаристка Роза Хуснудинова, это московская сценаристка, которая писала очень много советских детских фильмов, писала. И это сценарий ее, который спустился на киностудии Казахфильм. Система же была Госкино СССР. И эти, конечно же, фильмы я очень помню, и эти были знаковые фильмы. До сих пор моя любимая картина — это «Невеста для брата». Очень добрый, хороший фильм. Там играла Венера Нигматуллина, играла Хамара Дамбаева, Хуман Тастамбеков, наш Тулиген. Помните, Кажибек фильм? Тулиген играл. Очень много артистов там. Не знаю, там целая плеяда актеров театра Тюза, с театра Уизова играли в нашем фильме. В общем, большая успешная команда была. Очень большая, успешная, талантливая команда. Все профессиональные артисты. Тогда ваши ожидания от съемок и реальность совпали? Или вы ожидали чего-то другого? Вы знаете, я отношусь к тем людям, которые не всегда довольны тем, что ты делаешь. У меня бывало такое, доходило до абсурда. Идет премьера фильма. Ты снимаешь фильм, через год идет премьера. Через год, представляете? И дожидаешься. И премьера проходили все в Доме кино. Дом кино на Советской улице. И ты сидишь, смотришь на экран, и когда знаешь, что сейчас вот в этом месте появишься ты, и как я ожидал, я закрывал глаза, я слышал только что свой голос, я центрировал, потом сцена заканчивалась, я открывал глаза. Потому что я себе не нравился на экране. Да и сейчас я не скажу, что я себе нравился на экране, серьезно. Да. Все многие говорят: ой, Жан, да ты лукавишь, ну что у тебя, у тебя нормальная внешность, такой симпатичный, типа. А я серьезно, я не нравлюсь себе на экране никогда. И поэтому, когда я смотрю на себя, я закрываю глаза. И даже сейчас такое бывает. Но вы при и этом вот ты смотришь на себя и думаешь, это то, что... А потом, когда все-таки заставляешь себя, второй раз ты смотришь и думаешь: так, вот елки-палки, нужно было в этом месте по-другому сделать, нужно по-другому. Перфекционизм. Да, ты начинаешь себя мучить, начинаешь рефлексировать, начинаешь: нужно было вот в этом месте, нужно было туда голову повернуть, нужно было это сказать, нужно было так сказать. Это ладно еще на экране. Ты приходишь после каждого фильма, после каждых съемок,
ты даже заканчиваешь в час ночи, в 2 ночи приезжаешь домой, не стоп, сразу лечь спать. Ты пока умылся туда-сюда, там чай выпил, и сидишь, потом даже ляжешь в постель, ты не можешь заснуть. Ты думаешь, мы так устаем, что ты, казалось, лег и сразу уснул как мертвый. Нет. Думаешь. По крайней мере, да, ты лежишь и думаешь, и ты начинаешь проигрывать все полностью так. Нужно так, было сделать так, да, в этой нужно было сцене так. в этой сцене нужно было сделать так, как будто ты что-то изменил. Ты уже сделал. Ты уже совершил, как Раневская, плевок в вечность. Когда актер плохо играет, это плевок в вечность. Все, кино остается, а ты сыграл плохо. Это как плевок получается. И ты думаешь, ой, нужно было так. А там нужно было так. И вот ты сидишь, прям и страдаешь. Прям. Ты думаешь, завтра нужно по-другому сделать, что-то другой сцене нужно по-другому отвернуть. И постоянно вот это происходит в голове твоей. Ну, после очень большого опыта в именно съемках, какая была картина, которая принесла вам больше всего популярности? Ну, это «Рэкетир» был. Безусловно, это был «Рэкетир». Я называю Хана Сатаева. Помните фильм, когда «Криминальное чтиво» вышел? Квентин Тарантино снимал же его, и снимал Джон Траволта. Джон Траволта просто долгое время не снимался. Он снимался в молодости, потом какое-то пришло затишье у него, обо нем стали позабывать, и вдруг «Криминальное чтиво», и Джон Траволта опять прям просто супер, категория А. И то же самое, то есть я снимался-то еще, считайте, 16 лет снимался в Советском Союзе, мы картины смотрели туда-сюда. Потом такое как-то произошло такое затишье, вот и наступили 90-е годы, кино мало снималось, денег не было. И вдруг Ахан пригласил на роль этого Жана, но там изначально это Серик была роль, потом Жанна дали ему имя. И этот фильм стрельнул так, я все время говорю, Ахан, говорю, ты Квентин Тарантино, я Джон Траволта. Ты так, ну так в шутку говорим. Конечно же, это был «Рэкетир», который до сих пор смотрит. Мало того, я был в Париже. В Париже ко мне подходили люди, которые живут в Париже, это с Москвы, которые там 15 лет, они говорят, извините, пожалуйста, вы так похожи на Жанна, вот у вас в Казахстане фильм сняли, я говорю, это я не говорю про на Украине, в Киеве, был в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тбилиси, в Батуми, я уже не говорю, там наш Ташкент, Бишкек, там вообще заходишь, там это узнают. Конечно же, это супер популярность была вообще у нас у всех, у Саята Исимбаева, у Мурата Бесемина, к сожалению, ушедшего недавно, нашего брата. Это просто была бешеная популярность. Но «Рэкетир», потом пошел уже бизнес по-казахски. Это Нурлан Коимбаев, продюсер, это был режиссер. Если Ахан там был и продюсером, и режиссером, то бизнес по-казахски Нурлан Коимбаев, когда снимался, он был и актером, и был и продюсером. А режиссеры были у нас разные. Дженисхан Мамыша, были другие там. И это тоже та франшиза комедийная, которая тоже стала. То есть вот я снялся, я рад тому и горд тем, что я снялся в таких самых знаковых фильмах казахского кино, казахстанского кино, скажем так. «Рэкетир» — это общеизвестно. Что бы люди ни говорили бы, но этот фильм уже никуда не выбросишь. Это классика жанра. И «Бизнес по-казахски» — самая большая франшиза. 7 фильмов. Это впервые такое. 7 фильмов сделали, да. Сейчас собираемся, кстати, 8-й фильм делать в этом году, дай бог, боже, с ними. Они тоже знаковые фильмы. Спроси кого-нибудь, кто не видел, кто бизнес, все смотрели «Бизнес по-казахски». Если не в Корее, то в Африке. Если не в Африке, то в Америке. То есть смотрели 7 фильмов, это скажи. И поэтому, естественно, вот эти знаковые фильмы, это «Рэкетир», «Бизнес по-казахски». Сейчас вот пошел «Бешарашки». Да, это вот «Тайгер» фильм снимается, кинопарк. «Бешарашки» тоже мы 4 фильма сняли. Кстати, вот сейчас вот мы сняли в этом году, сняли в Индии, в Дели снимали «Бешарашки» в Индии. В прошлом году снимали «Бешарашки» в Таиланде, снимали. Первые 2 снимали в Алмате, в Таиланде, теперь вот в Индии сняли. Но тот фильм тоже получился замечательный, очень музыкальный, там клипы, индийские танцы. Это вообще так интересно, да, все. И этот фильм, сейчас сказать, что, возможно, премьера будет, думали, что весной, теперь она, кажется, летом состоится премьера. Уже новый фильм. Да, Будем ждать. Будем ждать, мы сами ждем с нетерпением. Потому что там такие красивые костюмы, красивые локации в Индии снимали прям вообще. Да. Давайте чуть-чуть остановимся на теме «Рэкетира», потому что, конечно, этот фильм такой легендарный. Мы тоже очень много раз, когда были за границей, когда говоришь, что ты с Алматы, то сразу ассоциируется с «Рэкетиром», говорят, ой, это же у вас снимали. Давайте просто, может быть, какой-то один интересный, любимый воспоминание со съемочной площадки. «Рэкетир», ты знаешь, вообще очень много
Я не очень-то люблю, когда говорят, вот вспомните, все происходит спонтанно. Вот взяли, что-то кто-то сказал свое слово, какой-то неуместный момент, и все стали хохотать. Что-то такое, там кто-то совершил какую-то там жест, все сделал, все стали хохотать. Все происходит как бы так. А в «Рекетире» вообще интересный момент, то, что я все удивлялся Ахану Сатаеву. Кстати, у меня же образование второе еще режиссерское, я еще режиссуру заканчивал. Там учился с Аханом уже. У меня это было базовое образование актерское, да. а потом я поступил на режиссуру. Но на режиссуру, так как у меня было уже высшее образование этого же института, то я уже пришел на 3-й курс только пришел. А Ахан, как учился с 1-го курса, начиная. Удивляется вот профессионализм Ахана Сатаева. Это тот режиссер, чей фильм показывают в России, покупает Россия, покупает другие государства фильмы. И очень хорошо отзываются. Он мне напоминает даже режиссера Вадима Драшитова, это мэтр советского кино, который я снимался. Он снял фильмы, помню, «Опасная игра», «Парад планет», он открыл Чолпан Хаматов, открыл это, с Александром Медадзе. Это мэтр советского кино. Я снимался у него в главной роли в фильме «Армагер». Вот манера работы мне напоминает ахановская. То есть манера работы Ахана напоминает Вадима Юсуповича Абдрашитова, советского режиссера. Он очень тактичный, очень лояльный, очень интеллигентный, воспитанный, никогда не кричит на актера. А режиссеры разные же бывают. Бывают вспыльчивые, бывают жестокие, бывают тираны. Ахан очень тактичный человек, воспитанный. Даже человек, если забывает свой текст, он спокойно объяснит, что такое. И что мне интересно, он знает каждую деталь. Было удивительно, когда мы снимали этот фильм, фильм про 90-е годы, а мы снимали его в 2008 году. И когда реквизитор приносит художник, этот телефон, телефон этого героя, он смотрит, так, этого телефона в те годы не было. Это вот телефон появился 5 лет назад, а мы снимаем про 90-е годы. Прям детальный. Он знал, этот фильм Nokia, в смысле, этот телефон Nokia был в таком-то году вышел. Потом номер машины, там для героев же машины, мы же имеем, там номер машины. Он говорит, этой серии не было. Мы снимаем 93-92 год. Ничего себе. Этой серии не было. Эта серия появилась через 2-3 года появилась. Этих сигарет не было. И сигарет не было тогда, не продавали эти сигареты такие. Он все знает детали, я не знаю, как он это все в своей голове держит. И вот эти детали, для него нету неважных вещей на площадке. Бывает же, режиссер работает только с актером, и все. А тут что здесь такое? Нет, он работает, потом, так, извините, а стакан здесь не стоял. Стакан стоял вот здесь, стоял. Да, нужно переснять, так он требует сюда. И поэтому всегда художники очень ответственно относятся и перетрофируют полностью стол, как в Домбле было. Он то есть все помнит. Вот в этом отношении, как работа режиссера. Он перфекционист. И вот такие вот режиссеры мне нравятся. Молодец он. Это тот человек, который нашел свою профессию, прям точно, 100%. Зрители, наверное, даже не задумываются про такие мелкие детали, но в итоге... Есть такие же люди, которые любители найти всевозможные там эти, скажем... Изъяны. Ну, не изъяны, как называется эти в фильмах. Ошибки бывают же такие? Как это называют их? А? Не знаю. Нет, ну как... Ой, елки-палки. Ляп. Киноляпы. Бывает же? О, он же был в майке другой, а почему тетка приносила в другой майке? Киноляпы, да. И вот такие любители же есть, которые смотрят. Да. Может быть, теперь люди пересмотрят «Рекетир» с другой точки и будут замечать все детали. Наверное, да. В кино, вот по поводу «Рекетира», вы помните такую сцену, когда меня привозят в лес с мешком на голове? Мужики, ну что такое? Саян, ты... Саян! Это была очень ужасная сцена, очень страшная сцена. Тем более я жил в 90-х годах. Я видел же все, что творилось вообще у нас, да и вообще в Советском Союзе. Я знал этих ребят, которые занимались этим. И когда меня увезли в машине туда, в лес, мы снимали Гаспалей наверх по Достык, в стороне Медео, в рощах. И ты же как актер должен представить себе эту ситуацию. Ты должен вжиться в эту, да, не то, что там изображать. Я представил, что вот действительно вот так вот меня взяли. И это было страшно, действительно. Даже людям, которые наши стояли с съемочной площадки, им было страшно. И когда снимает мешок с головы, когда вижу, что тут лес, и там людей, сейчас тебя здесь похоронят, и все, это страшно было, ужасно. И мы снимали очень долго. А Ахан снимал прям вообще, он снимал то общий план, средний план, крупный средний план, крупный план, супер крупный план, детали, все вот это. И это было очень долго. И нужно было проигрывать эту роль. Не так, что вот один раз сыграл,
и все, и дальше, да. И дальше ты должен играть так, и даже, может быть, лучше, чем в предыдущем дубле, потому что тут был дубль снят на общем плане, этот на среднем, а этот крупный план. Ты должен еще больше выдать все полностью, эмоции все полностью. И это было так тяжело, что я потом, я вот не совру, я потом почти сутки, у меня голова болела, у меня сутки голова болела, трещала просто полностью все. И я как замороженный был, потому что снимали очень долго, снимали то ли 5, то ли 6 часов снимали вот эту сцену, снимали. Детали снимали, пистолет снимали, лицо Саят снимали мое, все полностью, зубы, пистолет в зубах, когда он как бы сломался, я говорю, что тебе зубы выбили? Нет, это просто как бы так вот снялись. И прям это была жесткая сцена, и вот все сцены жесткие. Да, это Но они огромный были труд. интересны, да. Так вживаться в роль, наверное, переживать все эмоции, которые должен переживать твой герой. Актер так и должен делать. Искусство переживания, он так и должен, мастерство переживания. Он должен все это делать. Ну, естественно, я понимаю, бывают роли неинтересные, когда тебе неохота играть туда-сюда, там, это, конечно. Бывает такое, но когда тебе роль нравится, и ты стараешься ее сделать так, как она должна быть, как ее должны воспринимать зрители, ты должен полностью погружаться в эту роль. Ну, да. Если рассматривать фильмы не только в которых вы участвуете, а в целом как кинематограф Казахстана, как вы думаете, какие есть перспективы на дальнейшее развитие и возможности, может быть, выйти на мировую арену? Есть ли? А у нас уже люди выходят, наши фильмы выходят на мировую арену, они получают призы на международных фестивалях. Да. Режиссеры, девочки, даже многие молодые режиссеры, которые закончили Жукиновский институт, тоже получают на престижных фестивалях призы получают. Что интересно, нас мало в Казахстане по сравнению с другими республиками, с государствами. Народу, насколько 19 миллионов или 20 миллионов сейчас. И вот наши сейчас завоевывают места и в спорте. Да. И в спорте, я не знаю, и в искусстве, и кино. Наши фильмы уже знают. Не то что в СНГ, наши фильмы уже знают на мировой арене. Раньше кто-то не знает, что такое Казахстан, сейчас уже знает фильмы, потому что фильмы становятся знаковыми. Да мне в Инстаграме даже пишут очень много количество людей с Украины, с России пишут. Говорят, ну вы, казахи, молодцы. Вы так... Раньше даже не думали смотреть, ой, казахское кино, это какое-то, когда начинали, китайское кино. Сейчас китайское кино тоже мировое кино стало. Да. И так тоже там. А сейчас казахское кино смотрят. И там смотрят, и там смотрят. И очень ждут эти фильмы наши, что и радует, что ситуация изменилась. То есть наши ребята, понимая, через тернии, через джунгли, через тернии к звездам. Все это проходит этап. Естественно, люди, которые менее талантливые, менее способны, не подходят для кино, они отсеиваются. Они ушли уже. Другие люди появляются, от них тоже кто-то отсеивается, остаются перлы, остаются. Каким вы видите будущее именно казахского кино? Я будущее не буду смотреть, не буду заглядывать. Я не Бог, не Аллах. Как этот человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому я не буду такие неблагодарные прогнозы строить. Я верю в то есть я хочу верить в то, что наше кино будет процветать, что ситуация станет еще лучше, чем сейчас, может быть, да. Не все же все-таки, не все в порядке в королевстве. В любом случае, как это в любой области, что-то есть какие-то изъяны. А эти изъяны у нас вытаскивают, у нас же в газетах, в журналах, в интернете пишут же. Об этом все знают, не секрет же там. Поэтому я верю в то, что все восстановится у нас в нашем кино, отечественном кино. И фильмы будут еще лучше и лучше. И, естественно, будут благодарные зрители. И наши фильмы, я думаю, что будут получать призы. И не те фильмы, у нас же бывает так, получают призы те, которые не коммерческие фильмы, а которые коммерчески успешны, они не идут, они не идут на фестивале. Так вот, я хочу, чтобы эти фестивальное кино, оно было еще коммерчески успешным кино. И коммерчески успешное кино участвует тоже в фестивале. Ну, отлично. Мы тоже будем надеяться, что Спасибо. наше казахстанское кино будет так развиваться. Спасибо большое. Давайте напоследок, наверное, дадите какой-нибудь напутственный совет, может быть, или совет для молодежи, который только строит свой путь в любой из отраслей. Нужно просто определиться в своей профессии. Нужно определиться к тому, что тебя тянет, куда тебя тянет. Но сейчас же беда в том, что многие люди до 25, до 30 лет, они еще там себя пробуют, никак не могут определиться. Да. Я понимаю, профессий стало много, соблазнов много, и ты не можешь определиться. Но в любом случае хотелось бы сказать, чтобы, я не знаю, это очень сложный выбор, конечно, выбрать себе профессию. Один день ты хочешь быть айтишником, другой день ты хочешь быть банкиром, третий день ты хочешь быть творцом, артистом, режиссером.
Просто нужно хорошо думать. Важно Нужно сделать выбор. Нужно хорошо подумать, потому что вот выбор, он потом влияет на всю твою жизнь, понимаешь, в чем дело. И, конечно же, главный выбор — сделать выбор, правильный выбор. А для этого нужно все проанализировать. Что тебе ожидать, может быть, что, как, не знаю, много думать, много размышлять. Не просто сидеть там, смотреть тиктоки всевозможные и все, и этому посвящать жизнь. У нас есть люди, которые тикток посвящают свою жизнь. Я как-то так немножко так не очень. А так, конечно, задуматься над тем, что тебе может ожидать, что тебе нравится. Пробовать. Но не так пробовать, там попробовал там 5-10 лет, потом еще попробовал через 5-10 лет. Чем раньше ты сделаешь выбор, тем лучше будет для тебя. А потом, с одной стороны, опять же, я говорю, везде дисциплина важна. Дисциплина, уважение к другим людям. И она очень важна. Будь ты айтишником, будь ты банкиром, будь ты артистом, режиссером, будь ты шофером, дисциплина необходима вообще. И это нужно просто уважать людей. Поэтому, конечно же, уважайте людей, уважайте своих коллег, уважайте тех людей, которые находятся рядом с вами. Отлично, спасибо большое. Я надеюсь, Спасибо. этот совет молодежь возьмет себе на заметку и, может быть, сделает для себя какие-то выводы. Спасибо вам большое, Жан, за такой очень теплый, открытый разговор. Я надеюсь, этот разговор, может быть, даст сделать какие-то выводы нашей молодежи, чтобы они оставались развиваться и строить карьеру именно здесь, в Казахстане. Спасибо большое за меня, что пригласили. Спасибо всем большое за просмотр. Сегодня у нас в гостях был заслуженный деятель Республики Казахстан, киноактер Жан Байжанбаев. Спасибо большое за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!